Вы смотрите информационную программу «Вести Темано-Сосногорск», в студии Мария Ледовских. Здравствуйте! Сегодня, 1 декабря, Сосногорск отмечает день рождения. Почти 7 десятилетий назад на отрогах Тиманского кряжа в самом центре Республики Коми появился наш город. Тогда, в 1955-м, он получил имя Ижма, но спустя 2 года, в 1957-м, сменил название на Сосногорск. День рождения сегодня отметили праздничным концертом. Он прошел в городском доме культуры. Жителей поздравил глава района Ильдар Махмутов. Я сегодня хочу поздравить особенно тех ветеранов, которые стояли у истоков нашего города, которые строили город, строили предприятия, учреждения, организации, строили дороги. Это родители, бабушки, дедушки, здесь присутствующих. Хочу пожелать мирного неба над головой, счастья, любви, благополучия. О том, как прошел праздничный вечер, мы расскажем в понедельник. А сейчас коротко некоторые темы выпуска. Соцзащита на проводе. В Центре социальной защиты населения состоялась прямая линия на тему услуг для граждан с инвалидностью. С волей к победе! В физкультурно-оздоровительном комплексе прошла спартакиада, приуроченная к Международному дню инвалидов. Опасное увлечение. Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних рассказали об ответственности за курение вейпов в общественных местах. Вопросы противодействия коррупции при распоряжении и использовании муниципального имущества стали темой прямой линии, которая прошла сегодня в общественной приемной главы Коми по Сосногорскому району. Подобные мероприятия проходят ежегодно накануне Дня борьбы с коррупцией. Он отмечается 9 декабря. Ну а именно этот вопрос, который касался муниципального имущества, стал темой прямой линии впервые. Ответы дозвонившимся давали представители Комитета по управлению имуществом. В ходе прямой линии поступило 3 вопроса, на каждый из которых были даны разъяснения. В Центре социальной защиты населения состоялась прямая линия. Тема – услуги, оказываемые инвалидам и гражданам пожилого возраста. О каких именно услугах идет речь, расскажет Полина Вивденко. Пожилой возраст и инвалидность дают право воспользоваться услугами социально-реабилитационного отделения Центра соцзащиты. Дозвонившиеся на прямую линию получили подробную консультацию от заведующей отделением Марии Лазаревой. Например, проводится социокультурная реабилитация. Получатели услуг готовят и проводят праздничные мероприятия, участвуют в занятиях по рукоделию, которое развивает мелкую моторику. Есть у нас инструктор по адаптивной физической культуре, который оказывает социально-медицинские услуги. Значит, это различные гимнастические упражнения, да? Значит, выходы со скандинавской ходьбой. Также специалист оказывает услуги на дому гражданам, которые маломобильны. Для пожилых и граждан с инвалидностью в Центре соцзащиты работает юридическая клиника. Специалисты рассказывают об изменениях в законодательстве в налоговой сфере, о видах мошенничества. На базе учреждения действует объединение «Путь добра», в которое входят волонтеры серебряного возраста. Его деятельность отмечена на федеральном уровне во время Всероссийского форума волонтеров. Также в Центре соцзащиты оказывают социально-психологические услуги в виде консультаций и тренингов с психологом. Специалисты работают и с родственниками пожилых людей и инвалидов. Для граждан, осуществляющих долговременный уход, у нас проходят занятия школы по уходу, которые проводит психолог нашего отделения Ананина Елена Александровна. Также мы приглашаем сотрудников Сосногорской ЦРП. Значит, и иногда к нам присоединяются еще и волонтеры-медики, которые обучают граждан уходу за их больными родственниками. В этом году на базе центра начал работу пункт проката средств реабилитации. Арендовать инвалидную коляску, костыли или трость могут и те, кто получил травму. Для них прокат будет платным, однако стоимость более чем доступная. Кроме того, специалисты учреждения помогут отправить некоторые категории граждан на санаторное лечение. Так сейчас идет набор желающих в социально-оздоровительный центр «Максаковка» под Сыктывкаром. Заезд с 11 декабря. Все подробности можно уточнить по телефону социально-реабилитационного отделения 678 82. Полина Вивденко, Павел Дурников, Вести Темано-Сосногорск.
1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Дата служит напоминанием о важности информирования населения о способах передачи и профилактики заражения инфекцией, а также служит призывом к общей ответственности в предотвращении его распространения. В Сосногорской ЦРБ в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом прошел День открытых дверей. Для жителей района проводилось бесплатное и анонимное тестирование на ВИЧ. Сотрудники медицинского учреждения призывают сдавать тест всех граждан вне зависимости от оценки рисков заражения, ведь ВИЧ может коснуться каждого. Проблема курения среди молодежи в современном мире приобретает новые форматы. Теперь уличить своего ребенка стало сложнее. Все чаще подростки предпочитают сигаретам вейпы. Сегодня парение запрещено в общественных местах. О мерах профилактики и ответственности за это действие рассказали сотрудники отделения по делам несовершеннолетних. Когда у нас несовершеннолетние зачастую употребляют никотиносодержащую продукцию, приобретают ее и употребляют ее в общественных местах, мы привлекаем как самого несовершеннолетнего, который достиг возраста привлечения, то есть 16 лет, так и родителей его. Да? Если это неоднократность, значит родитель уже в этом плане не справляется, не оказывает никакого должного влияния со стороны своего воспитания на ребенка. Соответственно, мы рассматриваем вопрос о привлечении его к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. В первую очередь у нас проводятся, это, конечно же, профилактические беседы. Мы выходим как в образовательное учреждение, рассказываем несовершеннолетним об ответственности за данный проступок, так скажем, за данное административное правонарушение. Выступаем на родительских собраниях, где также данную ситуацию обговариваем, на что нужно сделать уклон родителям, дабы предотвратить именно курение в общественных местах, и вообще равно курение несовершеннолетним ребенком курительных смесей, и не только, и табачных изделий в том числе. В первую очередь нужно обращать внимание на то, в каких социальных сетях состоит ваш ребенок, потому что зачастую у нас приходят, опять же, сообщения, различные заявления, что несовершеннолетний, тот или иной несовершеннолетний приобрел продукцию, именно солисодержащую, либо никотиносодержащую, в обычных каких-то социальных сетях. Если родители ему дают какую-то определенную сумму денег на личные расходы, и это личные расходы не каждый день растут, сразу же у родителей должен появиться вопрос, а на что мой ребенок тратит данные средства? Спортивное мероприятие, приуроченное к Международному дню инвалидов, прошло сегодня в физкультурно-оздоровительном комплексе. В состязаниях по различным видам спорта приняли участие люди с ограниченными возможностями здоровья. Подробности далее. День инвалидов в нашей стране и во всем мире отмечается 3 декабря. Люди с ОВЗ на личном примере показывают необычайную силу воли и мужества. Они достигают больших высот в учебе, спорте и других видов деятельности. Участие в спартакиаде – лишь малая часть насыщенной и яркой на события жизни. Мы ходим с ребятами на лыжах, если это зима. Мы ходим с ребятами в бассейн, целый год занимаемся. У нас есть здесь соревнования по настольному теннису, по боче. Также есть занятия армрестлинг и пауэрлифтинг. Недавно буквально у нас ребята заняли по Ухте места. Мы заняли сначала призовые места в Сосногорске, выехали с этими же ребятами на Ухту, заняли там призовые места и уехали в Сыктывкар. Домой мы вернулись с 2 золотыми медалями из Сыктывкара по пауэрлифтингу. Наталья Афатян вдохновляет и мотивирует своих подопечных. Когда-то она и представить не могла, что будет так тесно участвовать в жизни людей с ОВЗ. В 2016 году еще посчитала, что надо поступить именно на профессию спецпедагог, педагог с детьми с ОВЗ. Меня это заинтересовало, я задумалась, и тут посчастливилось как раз уйти в спорт.
но ничего не предвещало, что я буду работать с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Вот, но мне стало интересно. Я стала в этой области развиваться, закончила институт и уже как 2 года являюсь адаптивным тренером. Сейчас Наталья для каждого, кто посещает ее занятия, не просто тренер, ведь радость от побед и новых достижений она разделяет вместе со своими спортсменами. И как признается она сама, такая работа – это настоящая отдушина. Я наполняюсь радостью только от этой работы. Мне интересно, мне комфортно, я прям как азартная увлекаюсь, мне хочется их развивать в этом плане. Когда есть какое-то небольшое достижение, я очень радуюсь, как малый ребенок вообще. Если у нас что-то получилось сделать, я просто на 7-м небе от счастья. Когда ребята завоевывают медали, когда они чего-то добиваются, рада не только я, не только город, что они там привезли медали. Я вижу, как ребята из серых будней своих начинают жить здесь. Мы общаемся, мы здесь проводим разные мероприятия, даже если они не связаны со спортом. Боча, дартс, шаффлборд, настольный теннис – это даже не полный список того, где смогли попробовать свои силы участники сегодняшней спартакиады. Для каждого из присутствующих спорт – нечто большее, чем просто увлечение. Спорт – это удовольствие, спорт – это развлечение и любимое хобби. Держать себя в форме и быть здоровым. Жизнь, свобода, спорт. Спорт – это жизнь. Мария Ледовских, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. В конце выпуска коротко о погоде на предстоящие выходные. В субботу ожидаются небольшие осадки, температура воздуха до -10. В воскресенье столбик термометра опустится до -13. На этом пока все. До встречи в следующем выпуске. Военная служба по контракту. Работа для настоящих мужчин. Для заключивших контракт предусмотрены социальные льготы, гарантии и выплаты. Подробности по телефону в Сыктывкаре 32 15 88.